Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я в рамках проекта «Испытано на себе» решила посетить школу третьего возраста. Это уникальная общественная организация, где на протяжении многих лет люди пожилого возраста имеют возможность, во-первых, получить навыки, заниматься различными активностями, ну а самое главное – найти себе друзей. И сегодня в рамках нашего проекта я хочу узнать, чем же они там занимаются. Поехали! Испытано на себе. Школа третьего возраста открылась еще в 2012 году. И за эти годы, конечно, руководители сменялись, сменялся состав основной, но уже в последние годы возглавляет эту организацию наш гость. Знакомьтесь. Доброе утро. Доброе утро. Ну, давайте для начала вспомним, да, вообще историю, с чего все начиналось, кто стоял у истоков и вообще для чего открылась эта организация. Ну, вот видели, да, сегодня нашу вывеску, это Республиканский комплексный центр. Это государственное учреждение, директором является Наталья Николаевна Пахомова, она же и автор этого проекта «Школа третьего возраста». Да. Мы всегда, наша организация занималась именно пожилыми, инвалидами, ну, одиноко проживающими людьми, которым нужна была помощь на дому. Вот социальные работники приходят же к ним, да? А потом, когда ситуация такая, вот если, допустим, здоровый человек выходит на пенсию, он чем занимается? Да? Мы много ездим, допустим, у нас есть свое сообщество социальных работников. Мы каждый год стараемся ездить в Евразийский форум наш, и где мы принимаем тоже опыт других стран, наших коллег, да? И получается, вот в 2012 году официально была зарегистрирована школа третьего возраста как общественная организация. Она родилась внутри этой организации. И она была апробирована, именно активное долголетие было апробировано сначала в Республиканском комплексном центре. И вот она родила вот эту школу, получается. И до сих пор эта школа очень востребована. На сегодня мы предлагаем 30 кружков, которые вот именно для оздоровления, для образовательного процесса, для декоративно-прикладного процесса, потом для творческого раскрытия, фольклорного раскрытия, да, и разные есть сообщества. Как сказала Пелагея Юрьевна, в прошлом году школу третьего возраста в Якутске посетила порядка 9000 человек. А это значит, что в день сюда приходят около 200 пожилых человек, кто находит свое увлечение, занимается, общается и радуется жизни. Мне кажется, эти цифры не просто удивляют, но и восхищают. Испытано на себе. Но на данный момент мы решили посетить занятия по нейрогимнастике. И рядом со мной находится преподаватель. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и для начала давайте посмотрим сначала на ваших учениц. Да? Все-таки у многих, наверное, вопрос, да? Третий возраст, очень часто говорим, да? Ну а в целом, кто ваши ученики? В целом мои ученики – это женщины, в основном пенсионерки, которые уже вышли на пенсию и занимаются собой, своим здоровьем, своим ментальным здоровьем. Находят для этого в наше непростое время дополнительное. Я думаю, что всем понятно, для чего нужны занятия нейрогимнастикой. Да? Для того, чтобы себя держать в тонусе, чтобы быть ментально здоровым. И я приветствую своих учениц и новых, которые к нам придут. Нужно заниматься своим когнитивным здоровьем. Это самый большой ресурс, который нужен нам в наше время. А сами вы как пришли к преподаванию? Да? Интересно, ну не всегда встретишь специалиста по нейрогимнастике. Я сама тоже вышла на пенсию 2 года назад и пришла на занятия в эту школу. Занятия здесь вела клинический психолог Нестерова Туяра Александровна. Программа была поставлена ею, клиническим психологом. Ну и в прошлом году она вышла в декретный отпуск и попросила вести занятия меня. Поэтому пока что мы занимаемся самостоятельно по ее программе. Хорошо. А кто у вас из прекрасных дам самый возрастной? Вот сколько лет? Тут просто всегда про это спрашивают в любой секции. Да интересно просто, кто у вас? Так, самый возрастной,
Ну, наверное, Маргарита Гаврилевна, ей 80 лет будет вот в этом году. Да. Это вы, Да. 80 лет. Вот, посмотрите, человек не сидит дома, не грустит, а приходит, занимается. Здорово, да? Да, и еще я хотела сказать, что Маргарита Гаврилевна ходит не только на наш кружок, она очень активная, позитивная, она ходит еще и на танцевальный кружок. Вот пример, у меня не только она, и все пример вот активного долголетия, да. Здорово. Ну и в целом, как проходят занятия? Сколько вы примерно занимаетесь, да? И это больше все-таки на координацию, на сообразительность. Вот вообще занятия по нейрогимнастике, если вкратце рассказать. Если вкратце, то начинаем мы занятия с двигательных упражнений, дыхательных упражнений, а затем у нас основная часть, конечно, составляет пальчиковые упражнения и нейроупражнения, которые развивают и внимательность, и память, и влияют на когнитивное наше и настроение, и развитие. Ну, давайте не будем отвлекать, а то все ученицы уже заждались, да, и, собственно, я присоединюсь тоже к этому увлекательному процессу, поделюсь своими эмоциями, потому что, ну, конечно, наш проект только на этом и основан, для того, чтобы мы все-таки сравнивали, рассказывали, делились эмоциями с вами, дорогие телезрители. Ну, а вы уже сами сделаете вывод, насколько полезны эти упражнения, ну, и, возможно, захотите попасть в эти ряды. Но набор у нас бывает обычно осенью. Набор у нас постоянный, можно да, и к вам. мы не можем отказать. Если к нам придут, мы, конечно, будем рады. Приходите. Ну и так, начнем все-таки занятия по нейрогимнастике. Поехали. Испытано на себе. Как всегда, мы начинаем немножко с нашей головы, да? Делаем мягкий массаж подушечками пальцев по нашей головушке. Приводим в тонус наши головные нервные окончания. Так, и начинаем мы с массажа ушей, да? На ушах находится множество биологически активных точек, которые способствуют работе наших внутренних органов, да? Поэтому ушки нам нужно массировать очень активно, сильно. Замочки делаем, дергаем вниз, вверх, назад. И вот так еще активно делаем пельмешки. О, да. И пельмешки вот так вот, есть да. у вас, Вот эти пельмешки помогают нам. Вы, как видите, у вас уши покраснели, да? Значит, в это время к вам, к ушам и головному мозгу прилила кровь, да, которая несет кислород для нашего мозга. Хорошо. Все. И давайте мы немножко сделаем упражнение на плечи. Да? Как всегда, мы немножко себя разминаем, чтобы привести себя в тонус. Да? Вперед, назад. А вот у меня сразу возник вопрос. Можно я периодически буду задавать вопросы? Хорошо, давайте. С точки зрения обыкновенного зрителя. А вот подскажите, есть ли какие-то ограничения вот на занятия по нейрогимнастике? Именно для занятий нейрогимнастикой ограничений нет, но я думаю, что если только человек чувствует себя неважно, допустим, давление или перенес какую-то экстренную ситуацию, тогда, наверное, лучше отложить. Но ко мне приходят девушки мобильные, здоровые, надеюсь, да, поэтому у нас в данном случае в классе, я думаю, что ограничений нет. И все же я прошу некоторые упражнения, вот мы сейчас будем делать упражнения на баланс, делать с учетом своего состояния, да? Сейчас мы делаем упражнение как раз на тазобедренный сустав, найдите себе опору и делаем упражнение наше привычное. Мы разминаем тазобедренный сустав, да? В одну сторону, в другую сторону. Хорошо. И другая нога в одну сторону. Еще бы сообразить, в какую сторону. Уже сложно как-то. В одну сторону делается, в другую уже как-то сложнее. Ну, может быть, поскольку раза, это у вас первое занятие, может быть такое. Но я думаю, что мои девушки уже делают это все спокойно, да? Теперь коленный сустав в одну сторону, коленный сустав и ступня, и в другую сторону.
Количество упражнений в одну сторону, в другую сторону считаем самостоятельно, оно должно быть одинаковое, да? Угу. И другая нога. Молодцы. Угу. Вот. И теперь мы должны немножко, давайте, сделаем дренажное упражнение, да? У нас при этом лимфодренажная система должна работать. Угу. И немножко делаем баланс. Сейчас будет упражнение на баланс. Покрутимся. Вот здесь мы как раз, я призываю всех делать по своему состоянию, да? И если есть какое-то головокружение, то прекращаем такое упражнение. Хорошо. И делаем баланс. Ну вот это наше упражнение. Так. Угу. Обратите внимание, вот девушки у меня все возрастные делают очень прекрасно вот это упражнение на баланс. Упражнение на равновесие считается одним из самых сложных, да. При этом у нас очень сильно, интенсивно работает мозг для того, чтобы удержать равновесие. И посмотрите, у нас девушки практически все прекрасно делают это упражнение. Молодцы, молодцы. Нет, самое интересное, да, наблюдать за улыбками на лице ваших учеников, потому что даже если не получается, улыбнешься, и как будто бы все уже и получилось, да? Да. Тут не важно, да, вот прям идеально выполнять все, да? Да, конечно, мы выполняем так, как у нас получается. И, ну, вот это упражнение, конечно, желательно, чтобы оно получилось хорошо и долго, но это зависит, конечно, от состояния человека. Поэтому у нас тут каких-то зачетных упражнений нету, каких-то нормативов нету, потому что я понимаю, что люди все разные, состояния каждый день тоже могут быть разные, поэтому у нас тут в основном по желанию, как получается. Главное в нейрогимнастике делать упражнения постоянно, постепенно и долго, да? То есть можно отсюда получить навыки, а дома потом сиди да повторяй это целый день, правильно? Если уж что, да? Целый день у зеркала вставай и делай, да? Главное получить знания, как это делать правильно. Хорошо, садитесь, пожалуйста, да. В школе 3-го возраста жизнь кипит 7 дней в неделю. И у меня есть возможность посмотреть расписание, чем же здесь занимаются. Итак, компьютерная грамотность есть, вокал под фортепиано, значит, и поют они. Английский язык – одна из самых популярных у них секций. Вокал под баян есть, вокальный ансамбль, кружок есть, макраме, национальное шитье, сенсорный кабинет, танцевальных ансамблей аж 4-5. Гимнастика для мозга, оздоровительные занятия, ЛФК, фитнес, йога, настольный теннис, кройка, шитье, бисероплетение, живопись, хомус, фольклорный ансамбль, валяние, вязание, лоскутное шитье. Представляете? Вот сколько активностей есть в графике, в таком насыщенном. То есть теоретически человек может прийти сюда и каждый день заниматься чем-то интересным. Ну а самое главное – получать от этого результат. И для этого не нужно ничего, только лишь желание. Я восхищена. Испытано на себе. Давайте начнем с массажа наших рук. Поскольку мы сейчас будем заниматься пальчиковыми упражнениями, нам нужно сделать массаж рук, чтобы наши пальцы, ладони были теплыми такими, да? Растираем сильно. Ага. И каждый пальчик массируем. Стряхиваем. И следующее упражнение мы сильно-сильно сжимаем наши пальчики. Это упражнение из детского сада, но оно очень эффективное и правильное, как раз для массажа наших рук. Да. Не зря его из детства дают нам. Так, начинаем мы упражнение, как всегда, с нашего первого базового упражнения. Это поглаживание пальчиков большим пальцем, да? Каждый пальчик мы проглаживаем, начиная с мизинца или с указательного.
довольно сильно делаете с упором. Мгм. В это время у вас должны пальчики проснуться, да? Мгм. Стряхиваем. Хорошо. И давайте возьмем пальцы в кулак и сделаем наше упражнение, то, которое мы с вами, дружбу народов, да? Каждое упражнение у нас, по идее, имеет название, да, которое мы сами придумываем, если в интернете я не нашла для него название. Это у нас упражнение «Дружба народов». Делаем. Вот так вот. Ага. Перекрест. Ага. Вот, меняем ага. пальчики. Да, меняем пальчики. Ага. Вот. Вон оно что. Угу. Делаем это мы интенсивно. Угу. Молодцы. Хорошо. Вот. Правильно. Угу. Казалось Хорошо. бы, легкое упражнение, да? А здесь уже надо понимать, да? Да. Иногда пальцы мимо как-то проходят. Даже вот у меня они как-то не туда заходят. Ничего страшного, Дарья, да. Как мы говорим, нейробиологи говорят, да, если у вас упражнение не получается, это даже хорошо, потому что это говорит о том, что мозг у вас будет сейчас учиться, а учиться новому – это самое нужное, то, что нужно для мозга. Вот все, стряхиваем. Угу. Ну и наше первое упражнение, как мы всегда говорим, это пальчики здороваются, да? В интернете еще есть название колечки. Начиная с указательного, каждый пальчик встречается с большим. Вот таким образом, да, каждый пальчик встречается с большим. Начиная с указательного, мы начинаем с указательного, идем до мизинца и в обратном порядке. Угу. Затем каждое упражнение мы немножко усложняем, да? С одной руки мы начинаем с указательного, а с другой с мизинца. Вот таким образом будет у нас. О, вот здесь провал начнется. Я уже понимаю. Подожди. Так, здесь так. Да, так, каждый так, пальчик, начиная на одной руке с указательным, на другой с мизинца, здоровается. Так, угу. так, так. Товарищи, вот это упражнение полезно в любом возрасте, я бы хотела вам сказать. И в молодом, и в более зрелом, потому что у меня уже все перепуталось. Но хочется добиться результата. И мне кажется, даже вот на работе посидел, устал немножечко, 5-минуточку сделай, и все пойдет правильно. Да, это упражнение мы предлагаем делать вместе с нашими внуками. Я думаю, что им понадобятся тоже эти упражнения. И посмотрите внимательно, мои девушки все делают это упражнение, уже практически не смотрят на свои пальчики, у них уже в автоматическом режиме проходит это упражнение. Молодцы. Вот. Похлопайте себя. Стряхиваем. Угу. Ну и следующее упражнение. У нас, опять же, мы берем пальцы в кулак, и у нас будут пальчики здороваться. Каждая пара вот так вот здоровается. Угу. Начиная с указательного, потом средние пальцы здороваются. Угу. Затем безымянные. Господи. Вот тут засада, да? Да, здесь немножечко сложновато. Мизинчики, да? Угу. Ну, поскольку здесь безымянные достаточно такие, ну, скажем, непослушные, они обычно с какой-то другой парой соединяются, такое бывает. Угу. А вот бывает такое, что все-таки мы же говорим про определенный возраст, да, и вот часто, наверное, бывает такое, у меня не получается, я больше туда не пойду, да, что мне туда ходить? Вот у всех хорошо получается, а у меня не получается. Вот как обратно возвращать таких людей? Что делаете? Ага. Я говорю, что когда не получается, это наоборот хорошо. Это как раз тот момент, когда мозг учится новому. Поэтому, если у вас не получается, вы должны наоборот это сделать, попытаться сделать медленно, постепенно, но постоянно. Когда мы выполняем эти упражнения, наш мозг вырабатывает новые нейронные связи. Поэтому новые нейронные связи мы хотим все, да, чтобы наш мозг никогда не старел, скажем. Поэтому
Тот, кто бросит на начале, конечно, может махнуть на себя, но это не приведет его к активному долголетию. Да. Поэтому все, кто здесь находится, это люди осознанные, они пришли, ходят и уже второй год некоторые ходят, поэтому эти упражнения очень полезны. Как и в любой другой школе, конечно, главная гордость – это работы учеников. И здесь также мы можем увидеть красивейшие картины. Это все нарисовали девушки, которые занимаются на кружке по живописи. И порой даже нельзя отличить это от профессиональных работ, да, обратите внимание. Но я вот ходила и с удовольствием рассматривала каждый рисунок. Красиво, и мне кажется, это требует определенного уважения и восхищения, потому что действительно, возможно, кто-то из них взял кисти впервые, выйдя на пенсию. Испытано на себе. Давайте следующее упражнение, да? Стряхнули пальчики, да? Хорошо. Следующее упражнение. Давайте мы сделаем наше простое упражнение. Заяц, окей. Заяц, окей. Заяц, окей. Заяц, окей. Теперь меняем на одной руке заяц, на другой окей. Вот таким образом. Угу. Заяц на одной, на другой окей. И меняем. Угу. Казалось бы, да, тоже совершенно простое упражнение, но я притормаживаю, честно скажу. Я притормаживаю, долго смотрю на этот палец, долго смотрю на этот палец. Казалось бы, а вот попробуйте сделать ее. Здесь окей, а здесь зайца. Вот даже вот прямо сейчас с нами у экранов телевизора. Не так-то уж это и просто. Но Заяц. зато мозг работает, как сказал наш преподаватель. Именно в этот момент здесь образуются новые нейросвязи. Поэтому продолжаем. Угу. Упражнение надо делать до тех пор, пока получится, медленно, если быстро не получается, а затем мы уже прибавляем скорость, да? Еще и скорость прибавляем. Да, скорость. Посмотрите на девушек, Я хочу некоторые посмотреть делают на это. довольно быстро. Да. Да. Смотрите-ка. Молодцы. А некоторые с закрытыми глазами делают уже эти упражнения. Так вот. Видите? С закрытыми глазами так, да? С утра Да. проснулся, сделал, и мозг уже работает, да? Всё, стряхивай. А я тем временем сижу, торможу. Ну ладно. Хорошо, молодцы. Следующее упражнение. Давайте мы сделаем, наше простое. Безымянный палец согнули, а указательный и большой смыкаются, да? Вот такое упражнение. Ага, средний вверх, ага, Ой, мизинчик вверх, а вот эти вот так вот, да. Угу. Казалось бы, опять... И каждый раз я слышу эту волшебную фразу. Сейчас сделаем, давайте, наше простое упражнение, А глядя на меня, для здесь нас нет это простое упражнение, потому что мы занимаемся собой, да, мы занимаемся своим мозгом. И это упражнение для нас было новым, и мы тоже в первое время, наверное, затруднялись, а сейчас уже достаточно легко делают мои девушки. Молодцы, стряхиваем. Угу. Следующее упражнение. Парочками скручиваем, да, пальчики, и большим пальцем крутим вот такие кружочки. Да. Такое ощущение, что у меня так не скручивается, как у вас. Безымянный и нет, что мизинец другие скручиваем, большой и средний, средний и мизинец, указательный, а большим крутим. Что-то какое-то... Да, это упражнение, которое вы в жизни никогда не делаете. Так пальцы никогда не скручиваете, Я да? думаю, что у меня какие-то другие пальцы, может быть, у них другие, но мои почему-то не сходятся. Я не знаю, что со мной, товарищи, но что-то тут нету. Ну, посмотрите, я их делаю, они обратно расходятся. Что же сделать? Ничего Посмотрите, они страшного, расходятся. поддерживайте пока в этом состоянии, да, а Должны большим привыкнуть, крутим. Да, пусть пусть зацепилась. вот. Ура! Ага. Зацепилась, работает. Смотрите-ка. А первые разы действительно пальцы просто сами расходятся. Они не знают, что так они могут быть скручены. Да. Это упражнение, которое вы никогда в жизни не делаете, поэтому оно и очень ценно, да? Вот, смотрите-ка, как
Очень ценно. Посмотрите, как делают у нас девушки. Ага, стряхиваем. А теперь Молодцы. пальцы не разжимаются, представляете? Я, видимо, так сильно их сжала, что сейчас они не разжимают. Домой так уйти можно, да? Так, И хорошо, тут напрягаются молодцы. плечи, тоже тут напрягаются почему-то. Поэтому мы стряхиваем, да, руки стряхиваем. Ага. Думаете, тут это все легко. Ага. Хорошо. Так, следующее упражнение. Ну, давайте. 2 пальца, средний, указательный посередине на обеих пальцах. Угу. И 2 пальца по краям. Я называю упражнение это 2 посередине, 2 по краям. И меняем. 2 посередине, 2 по краям. 2 посередине, 2 по краям. 2 посередине, 2 по краям. Молодцы, молодцы, у всех получается. И делаем это быстро. Посмотрите, как быстро делают мои девушки. 2 посередине, 2 по краям. 2 посередине, 2 по краям. Хорошо, меняем. Теперь у нас 2 слева, 2 справа. 2 слева, 2 справа. Ага. Так, Меняем. Да, 2 мизинец, слева. 2 справа. Да, 2 слева. 2 слева. Вот, ага, правильно. 2 справа. 2 слева. 2. Я по очереди делаю, простите. Ничего страшного, правильно, А у правильно. них-то все получается вообще легко и просто. Вот так вот, товарищи. 2 слева, 2 справа. 2 слева, 2 справа. 2 слева, 2 справа. Молодцы. И теперь еще раз. 2 посередине, 2 по краям. 2 посередине, 2 по краям. 2 слева, 2 справа. 2 слева, 2 справа. Обратите внимание, у нас уже и скорость появилась, да, при этом. И быстрая смена упражнений пальцев, да. 2 посередине, 2 по краям. 2 посередине, 2 по краям. 2 слева, 2 справа. 2 слева, 2 справа. Молодцы, молодцы. Ой. Ага. Стряхнули пальчики. Так. Следующее упражнение у нас будет пистолет и пуля, да? Угу. Пистолет. Пистолет. Угу. Угу. И пуля. Поворачиваем, да. Вот она. Ага. Пистолет. Пуля. Угу. Пистолет. Пуля. Пистолет. Пуля. Теперь на одной у нас пистолет, на другой пуля будет. Ой. Так, вот. Пуля. Пуля ко мне. Вот, вот ага, так. ага. Теперь меняем. Так, вот, ага. Меняем. Казалось бы, Правильно, вот, вот, вот. уже Ага. быстрее начинается. Ой, вот так показала. Вот так пуля, Ага. пистолет, пуля. Вот, правильно, Дарья, молодец. Так, пистолет, пуля. Пистолет немножечко тормозит, но потом он становится пистолет. Так, Правильно. вы знаете, у меня немножечко даже я стала потеть. Вот, казалось бы, работаешь только пальчиками и мозгом, а на самом деле работает все тело. Ручки тут забиваются, внимание, и почему-то прилив какого-то жара. Это может волнение или что ли? Как-то. Вам тоже жарко? Им тоже жарко, товарищи. Ну, прилив жара, это, наверное, это энергия, скорее пошла, всего, да? да, которую вы используете для работы этих упражнений, да, пистолет, пуля, пистолет, пуля, пистолет, пуля, пистолет, пуля. Молодцы, все делают уже достаточно быстро, да, хорошо, стряхиваем. Испытано на себе. Ну а теперь наше упражнение, которое мы все любим. Какой наш регулировщик, да? Регулировщик. Давайте. Раз, Сложно говорят. 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Вы не думайте, Дарья, это, конечно, упражнение для сложного? детского сада. Да? Да, как бы для детского сада, но это только начало, да? Следующее усложнение, что мы делаем? У нас одна рука идет вперед, да? Ага, давайте я стану так. Начинаем с правой руки. Раз, 2. Вторая встает. 3, 4. Ну, всё, Раз, провал. 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Что Теперь происходит? левой рукой. Левая рука вперед идет. Раз, 2,
3, 4. Раз, левая. 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Так, теперь давайте я считаю и делаем самостоятельно. Я тоже Начиная с правой руки. понять не могу, как это начинать делать. Ага, Буду правая просто рука. повторять. Буду смотреть Раз. и повторять. Ага. 2, 3, 4. Да, понятно? вы видите, что это достаточно сложное упражнение. Это повторяем за мной еще раз. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Так, еще раз давайте самостоятельно. Раз, Ой, неправильно. 2, На меня не смотрите. На меня 3, не смотрите. 4. Как сказали, надо радоваться всему. Очень сложно. Достаточно сложное упражнение. Хорошо. Ну, некоторые у нас все равно делают это Ну сами, да. да. Ага. А у вас есть, допустим, самое любимое упражнение у ваших учениц? Самое любимое? Что больше всего любят? Так, ну давайте у девушек спросим. Колпак, да? Так, давайте. Давайте колпак, садимся. Колпак давайте, что-то. Так, ну-ка. Самое легкое, поэтому самое любимое, да? Оно не такое уж и легкое, да? Так, колпак. Колпак. Мы произносим и делаем слова, которые мы уже знаем, да? И делаем упражнения, которые, фигуры, которые говорим. Давайте. Колпак мой треугольный, треугольный мой колпак. А если не треугольный, то это не мой колпак. Еще раз. Колпак мой треугольный, треугольный мой колпак. А если не треугольный, то это не мой колпак. Сейчас Дарья, наверное, подумает, что опять упражнение для детского сада, но нет, тут у нас есть усложнение. Усложнение в чем? У нас есть запретные слова. Мы должны это запретное слово просто показывать, но не говорить. Да? Человек привыкает и показывать, и говорить, надо он замолчать должен... вовремя. Да, он должен это показать, но не говорить. Ну, какое у нас будет запретное слово первое? Ну, давайте с колпака начнем, да? Начинаем. Молчим. Мой треугольный, треугольный мой. А если не треугольный, то это не мой. молодцы, вот. И теперь у нас не одно слово запретное бывает, у нас бывает два запретных слова, да? Не мой, запретные слова. Начинаем. Колпак. Мой. Треугольный, треугольный. Колпак. А если не... нет, запретное тоже слово было. не мой, треугольный, то это колпак. Понятно, да? То есть мы должны были промолчать два слова. Не мой. Да. Теперь другие запретные слова. Давайте треугольный колпак. Давайте треугольный колпак. Начинаем. Мой колпак. А А если... Какой у нас было запретное? Колпак треугольный? Ну вот. Правильно, давайте заново. Колпак треугольный, да? Ага. Так, молчим. Мой. А если не, то это не. Мой колпак должен быть, да? Треугольный мой? Треугольный. А мой мы сказали? Сказали. Вот, видите, в чем тут сложность, да?
Вроде слов мало, Да. но когда мы их повторяем же это упражнение несколько раз, они забываются достаточно быстро. Поэтому есть тут ошибки. Но эти ошибки да, смешные. Настроение поднимается. А вот поднятие настроения – это тоже один из способов когнитивного нашего развития. Потому что мозг любит, когда у него получается, когда у него есть настроение и так далее. Испытано на себе. Есть занятия, которые тоже дают очень большое когнитивное развитие. Это танцы. Поэтому мы здесь еще и танцуем. Самое Так, интересное. Да, давайте стульчики уберем. Угу. Вставайте, кто у нас? Ага. Рядышком. Одинаковое расстояние давайте возьмем. Ага. Так, кто у нас еще? Кто первый? Ага. Так, я тогда Вот, тут ага. стану. Так. Хорошо. 4, потом 5, 6, двойной. Понятно, да? Ага. Сразу с начала начнем, да? Или вот этот? Ну, давайте. Раз. Мы пропустили, видимо, да? А что вы такие вот... так, я повторяю за вами. Что-то ходим, пока ходим. Так, 2 раза ходим. Так, заново. Давайте заново. Так, сейчас оттуда Давайте берем заново. Что-то не то. Надо где-то начать сказать Раз, и чтобы два, мы начали оттуда. 3, 4, 5. Ага. Потом... А? Вы считаете? Ага. Лучше считать, а тогда звук музыки не слышно же будет, если я буду говорить 1, 2, 3, 4. 5 шагов вперед делаем. 4 шага, потом 2 таких Качаемся. двойных. Ага. С самого Качаемся. начала, вот сейчас сразу начнете. Ага. С правой ноги начинаем. 1, 2, 3, 4. Да. Давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, ага, давайте еще раз. Это у нас была тренировка. Сейчас давайте еще раз. Испытано на себе. Знакомьтесь, это Маргарита Гаврилевна. Она является самой молодой ученицей, которая ходит на нейрогимнастику. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите вообще, как узнали о школе 3-го возраста и когда пришли сюда впервые? Я пришла в прошлом году. Ну, я хотела всегда, но никто не хочет страдать деменцией. Ага. И вот поэтому я решила прийти сюда и занимаюсь уже год. Мне очень нравится, особенно мне нравится руководитель наша Альбина Кирилловна. И мне кажется, я стала думать и не забывать. Ну, помогает. Все ли Я буду упражнения... ходить. Да? Будете ходить? Буду ходить. А все ли упражнения у вас получаются сразу? Нет, не все. Не все. Не всегда, не все. Даже, надо делать дома, постоянно. А дома у нас времени не хватает, иногда бывает, да. Ну, я стараюсь делать, конечно. А какие еще кружки посещаете здесь, Я помимо еще нейрогимнастики? хожу в грации движений. Это я уже 6-й год хожу туда. На грацию движений? Грации движений. А что вы там называется. делаете? А там мы делаем танцевальные упражнения под музыку, под якутскую музыку. вот оно. Очень интересные, хорошие занятия. И еще Мне куда ходите? очень нравится. Еще куда например. ходите? Больше все. Всё. 4 дня хожу я в школу, как школьница. То Каждый есть день. 2 дня- Понедельник, вторник, четверг, среда, четверг. То есть 2 дня на нейрогимнастику, Да, 2 дня да. на грацию Грацию движения. движения. Вот так, вот видите, семья-то вас видит вообще, или вы все время учитесь? Выходные семье уделяете? Все успеваю. Все И успеваете. по магазинам, и по дому все делаю. Ну, это движение. Я люблю двигаться. Секрет вашего долголетия – это тогда движение. Долголетие. Я хочу до 100 лет. До 100 лет. Да. Ну, я не скажу, сколько лет, но я знаю, что там достаточно такой красивые, хорошие цифры, и в этом году у вас будет юбилей, да? Будет. Будет юбилей. Вот так, товарищи. Берем пример, заряжаемся этой энергией, позитивом. Ну и, конечно, не забываем о том, что все зависит в первую очередь от человека. Есть желание, пошел, сделал, Обязательно. получил результат и живет счастливо. Испытано на себе.
Вот на такой замечательной и такой активной ноте мы завершаем наш выпуск. Напоминаем вам о том, что здоровье нас и наших близких зависит в первую очередь от здорового образа жизни. Поэтому найдите активность, которая нравится вам, приводите своих близких, кто, возможно, сидит на пенсии, скучает, загрустел, приводите на подобные занятия и будьте здоровы. На этом у нас все. Увидимся. 3-4. Школа 3-го возраста испытана на себе. Все, отмучились, да?